Количество образовательных, коррекционных и реабилитационных учреждений в Абхазии с годами увеличивается. Видя о проблеме детского развития, заговорили громче, а сознательные родители без устали занимаются тем, что обеспечит их детям улучшение состояния здоровья. Дети с особенностями развития нуждаются в особом внимании, и потому цель этого форума – привлечь внимание к работе с такими детьми. Эксперты расскажут о современных подходах к долгосрочной реабилитации детей и подростков с двигательными и иными нарушениями. Основной упор делается на то, что у нас занятия, они происходят не в виде занятий, что ребенок, например, пришел к специалисту по ЛФК, у него там 30 минут, когда он занимается ЛФК, потом он пришел к дефектологу, 30 минут занимается с ним дефектолог, потом он приходит в свою обычную жизнь, и там ничего не меняется, потому что там все остается так же, как было до этого. Вот. А эти изменения, они должны включаться сразу же в уход. Если ребенок семейный, то, соответственно, там очень много внимания уделяется тому, что обучаются родители. И это очень сильно влияет на развитие ребенка и на возможность использовать им те навыки, которые он приобретает на каких-то специализированных занятиях. Министр здравоохранения Эдуард Будба приветствовал участников форума. Он отметил, что подобные встречи специалистов необходимы и, несомненно, дадут положительные результаты. Время добрых дел не первый год проводим, и не только под эгидой Россотрудничества. Мы совместно с Минздравом Республики Абхазия, с Россотрудничеством проводятся такие акции. Мы постоянно поддерживаем это направление. Сейчас география расширяется. В прошлом году это был город Сухум. Сейчас локации расширяются. Это и Ачимчира, это и Гал, и Кудаута. Заместитель министра просвещения Ада Кварчели акцентировала внимание на том, что от работы подобных специалистов во многом зависит адаптация детей к образовательному процессу и в целом их успеваемость, конечно же, с учетом особенностей развития здоровья. Мы рады нашему сотрудничеству и взаимодействию, потому что, опять-таки говорю, вы приносите только добро, только пользу, не только детям, но и тем родителям этих детей и обществу в целом. Вы формируете пример доброго отношения. В своем приветственном слове игумен Игнатий Киут с благодарностью обратился к специалистам за их широкую душу и работу во благо исцеления. Главные спикеры форума – российские специалисты, председатель правления Центра лечебной педагогики, член Совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере, ведущий логопед Анна Битова, эксперт Центра лечебной педагогики, эрготерапевт Ольга Бояршинова, а также невролог, врач высшей категории специализации детская неврология Татьяна Машина. Специалисты рассказали о методах семейно-централизованной программы реабилитации детей и подростков, подробно рассказали о развивающем уходе за детьми с тяжелыми и множественными нарушениями и расстройствами. Психолог и специалист по прикладному анализу поведения Анна Подолянка руководит собственным фондом и центром «Росток» в Сухуме, где работают с нормально развивающимися детками и с теми, кому диагностировали нарушение развития. Участники форума, они, кроме того, что ведут определенную работу в России, они еще регулярно издают в России те книги, например, помогают издавать книги по сенсорной интеграции, они помогают знакомиться с современными методами коррекции и реабилитации детей. У них есть программа по обучению методике Dear Floor Time. Это тоже современная методика с научно доказанной эффективностью. И очень здорово, что специалисты смогли приехать. Это я сейчас говорю о Битовой Анне Львовне и Бояршниковой Ольге Сергеевне, а Машина Татьяна Ивановна, врач-невролог, который уже не первый раз приезжает сюда и помогает выявлять детей с нарушениями развития. Второй день форума будет практическим. Он пройдет в центре «Росток». Асида Малия, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.